Всем приветики! Сегодня 25 число, я ничего не записывала, короче, не снимала. В общем, с утра я была на барахолке. Два очень таких хороших молодых человека меня там встретили, мне помогли. Одному зовут Муса. Муса, ты можешь посмотреть. Вот, спасибо тебе огромное. Он мне, кстати, классную такую сумку, короче, подарил. Я показывала в предыдущем видео его. Вот, еще мне тоже подарили национальный такой прикольный, как жакетик. Ну, короче, это и все будет, я все вам покажу, но не сейчас. Сейчас мы с моей подругой. Очень классная подруга, на самом деле. Самая вот идеальная из всех, кто просто был. Мы сейчас не идем на Коктобе. И мы только что спустились до Стек-Плазы. Блин, это на самом деле классный ТЦ, мне понравился. Так все цивильненько сделано. Очень клево. И вот такая улица. Типа центр города, вау. Не центр, но... Бывшая Ленина. Да, очень богатенький райончик, так скажем. Вот мы гуляем, и сейчас мы на канатке. Я вам все попробую заснять, если мне будет не лень, я не забуду об этом. Вот, поэтому, типа, ждите, все будет. Так, сейчас мы находимся возле Дворца Республики. Я мимо столько раз приезжала и думала, сюда не попаду, и как-то вот получилось очень резко. Рядом, кстати, гостиница «Казахстан». Вот сам этот, и вот сам парк. Да, я уже сказала, что вот ночью она вся красиво светится. Кстати, вон там Коктобе. Заезд на Коктобе тоже. Смотрите, вот чисто вот такая вот красота здесь. Это только в стране, как его, как колесо обозрения, кто-то поднимемся. Да. Сейчас поднимемся. Ну так, солнышко сейчас там светит колосо. Раз, добре. Нет, оно же хочешь? Тут. В общем, мы на Коктобе. Как-то у меня один раз сказали, что я говорю неправильно, надо говорить Коктобе. Коктобе, да. Коктобе. В общем, вот. Блин, была бы GoPro-шка, да? Типа с GoPro-шкой вообще легче на самом деле. Телефон как-то все равно не то. Ресторан Абай. Ресторан. Сейчас. Один из дорогущих ресторанов, мне говорят. Тут предоплата 40 тысяч. Ой, ужас. Тоже так же, дам дофига всего, смотри. Может, сувенирчик какой-нибудь купить, слушай, как вариант, да? Беркут, смотри, там есть Беркут, посмотрите. Вон там. Классно. Сейчас еще сниму по-другому только немножко.
идешь, это все тропы. М, По той стороне это уже как бы считается пригород, не входит в город. мгм. Понял, вообще классно. Давай сюда. Мне, короче, тут говорят, что вот это все, это не солнце, а это смог. Чисто Видишь, пары. небо идет, и вот над небом вот эта полоса белая, чуть ниже солнца вот так идет. Мгм. Это смог. Потому что город Офигеть. находится в тепловине. Парк, говорят, очень большой. На зонтик. Пошли на зонтик. Пошли на зонтик. Привет! Мне такая мордашка. Привет! Кто это? Коза декоративная у нас. Давайте посмотрим на козочек. Привет! Ешь. Ты чувство, когда барана вроде так всегда видишь, да? Но, блин! Привет! Самое нехорошее, то, что их постоянно подкармливают. Ну да, и также нельзя делать тоже с одной стороны. У них своя еда. Ой, смотрите. Такие чистенькие. Их хорошо ухаживают. У нас обычно в зоопарке, конечно, ну, на самом деле Здесь, конечно, домашний. здесь за ними хорошо ухаживают. Привет! Какой пухлый. Привет, зайчик. Как дела? Привет! Скажи, у вас еды нет, вот встаньте. Олени? Серьезно? Лань, офигеть! Никогда, прикинь, в жизни не видела их. Да? Да. Привет! Прикольно! Эй. Какой прикольный! Бэмби, привет, Бэмби. Привет! Нету у нас ничего, к сожалению. Если хочешь их покормить, вон там есть морковка. Тоже типа за это, да? За деньги, ага. Привет! Газюшки такие. Вы, кстати, похожи, что? И мы похожи? Давайте сводить. Уйди ты большой. Не надо тянуться, уйди ты большой. Уйди. Корми ты. Нет, я хочу маленькому дать. На, на. Ай. Отобрал. Что делает-то? Ты че? Наглёшь. Уйди, сказала. Иди туда. Иди. Куда иди? Куда иди? Блин, а? Ой, ладно. Надо же кушать. Привет. На. Пошли, там еще есть. И олень. Олени. Большие олени. Смотри, они более спокойнее, да, чем эти вот лани? Они какие-то эти. Только уже устала, видимо. Вот этот лосенок, он, короче, у него по весне облазили рога. А. Знаешь, как они облазят? С кровью. Ну, вот эта вся шкурка слазит, Уф. и рога все в крови. И у нас такой хайвай в интернете поднялся. Что с ними, короче, Ну все да. Все думали, боялись, наверное, что они болеют. Еще что-нибудь. Такой кипиш поднялся. На самом деле, Этого, кстати, я тоже первый раз вижу. Австралийский страус Эму. их не достанешь. Их, наверное, больно это, не накормишь. Hello. Ой! Кидай так туда подальше кидаем. Мам, попал. Все-таки возраст свое додает. Гуси! Привет, гуси! Привет, гуси! Ланский французский гусь.
корочки. Это просто обычно интересно, или опять с каким-то подвидом? А, тут арки, смотри, да. Угу. Да, есть. Там еще, да, есть? Да. Ага, а так вот здесь еще, да, есть зоопарк. Но все равно этот немного, в смысле, да, питомцев как бы этот. Это же маленький сначала. Условия особо. Китайская шелковистая курица. Ты где? Шелковистая курица. О, вау! Фазан. Красивый такой. Тимоша! Пошли! Класс. Китайский императорский. Все внутри, блин, да, сидят. Семерический фазан. Класс. Какое красивое. Еще цвета такие, знаешь? Угу. Нет, у нас таких вот нету, то есть для нас это чисто. Привет! Лимонный фазан. Лимон. Правда, лимонный. Смотри, какой холок. Вау, это павлин секта! Это павлин! Джук. Там совсем. Нет? Смотри, какой он маленький. Она Не кукареку. Йо! Павлин! Павлин, это голуби. А нет, Голуби или настоящие голуби? doves or real doves. Класс. Привет. Павы. По-моему, это павы, да? Наверное. Такие маленькие, вообще не голубятки. У нас этих голубей в России. Хотите, мы привезем? А павлины же тоже, вот они хвосты раскрывают только перед этими, перед своими этими. Какая красивая, глянь. Ай, Как, это павлин? да, скорее всего. Павлин, кель. Шамше, вот к тебе пошла павлин. И павочка. Они. Девочка называется А где пава. Павочка. Вот А, это? пава. Пава. Она не только сейчас же, там она махнула. Они красивые. Где-то у нас... в Толстма есть белые павлины. Белые? Тоже красивые, да. Ну смотри, тоже, да, сидят наверху. Точечку. Ага. Альбинос. Она не смотрит. Кімді сүрге түсірейін аңғасына? Надо потом это, обратно вернуться тоже. Корм же остался. Кормить. Может, меня тоже это сюда повесят. Кролики. Такие чебузи. Почему бы не назвать кролика беляш? Чебурек, да? Не, ну, кстати, на беляш он похож. Поэтому почему бы и нет? Они уже, да. Все, они уже этот. Я вообще на самом деле таких больших животных боюсь. Не осталось чуть-чуть. Ты очень клевый, ты знаешь, да? Ты очень клевый. Данёка, подходи, Данёка. Покажи.
Звуки все равно не даются, да, боятся все равно. Последний остался. Я погладила. Счастье. Надо вот посмотреть там с оленем этим. Жалко, что у нас корма нет. Как его зовут обычно? Я не знаю. Спасибо. Я его понимаю. Уже все. Наелся. Они уже объелись. Они уже объелись. Гуляем мы такие, значит, по Коктубе. И тут просто подходим к смотровой площадке. И тут какой-то парень. Да, и тут какой-то парень чисто... Ты блогер! Просто в шоке. Начинает кричать на всю: ты блогер! И знаете, прям так громко кричит. Но это было очень... Ну, знаете, он такой прям под таким впечатлением: а можно сфоткаться, да? Я говорю: да, все хорошо. Кстати, смотрите, что здесь есть еще. Это вообще очень клево. Я думаю, себе купите такую штучку. Классно, да? Чтобы использовать, вот. Ну, мы под впечатлением до сих пор. В общем, буквально через пару минут сейчас зажгется город. Блин, жалко, что камера сильно не передает, но вот уже темнее становится, видите? И город серьезно как на ладони просто перед тобой. Очень красивый вид, просто шикарный, господи. Ночью так вообще все горит, и это очень классно выглядит. В общем, как вы видели, до этого мы спустились в Коктубе, и теперь идем вот по пешеходному переходу подземному. Смотрите. Да, я показываю это тем людям, которые, в принципе, даже вот в Казахстане это немножко странно, наверное, смотрится. Ну, типа, пофиг. А еще я себе купила очень классную толстовку. Стоила, на сколько? 5000 тенге, это где-то 800 рублей на наши, да? То есть, блин, ну за такое качество я готова была и 1000 рублей потратить, серьезно, потому что это очень клево. Она очень мягкая, и при этом у нее, короче, внутри флис, то есть это классно. Такой красивый пешеходные переходы такие. И у нас, да, поверьте, в России пешеходные переходы вот такие подземные. Там просто, короче, сидят люди и торгуют. И там до такой степени воняет, чем только можно воняет. У нас тоже были такие. Просто у нас, да, наш бывший Аким, Байбек, Байбек, привет. Он просто реально город изменил. Да, и обустроил все, что можно. Вот. То есть, а до этого было... А наш Аким почему-то не думает город менять. Есть у нас тоже свой Аким, на самом деле. Так, нам туда, да? Все, да. В общем, вот. Прогулялись мы. Это мой последний, предпоследний день. Завтра, получается, уже все.
Так странно, наверное, будет то, что я позже, все равно видео-то я позже выставлю. А я говорю, типа, сейчас, завтра, там, сегодня. То есть, чтобы вы понимали, это 24 число. Очень смешно, на самом деле, звучит. Погода супер, да. Идеальная погода для вечерних прогулок. Да. Но сейчас, когда я уеду и когда я смонтажу это видео, в Казахстане будет уже плюс 30 днем. И ночью будет, в принципе, тоже, наверное, тепло. Поэтому погода будет еще лучше. И, ребят, гуляйте, пока есть возможность, гуляйте. Развлекайтесь как можете. Вот видите, какой позитивный человек. Господи, я ее обожаю. Надо еще раз в Казахстан приехать, чисто ради людей опять. Просто чисто. Мы поедем на бал, мы поедем куда хочешь поедем. Вот. Просто времени мало, а так можно было бы слетать. Ой, Съездить. Ну и слетать тоже. И слетать тоже, да. Хоть куда. Короче, вот кто не в курсе, такие автобусы в Казахстане. Кстати, автобусы я не снимала до этого. Даже гармошки, короче, остались. У нас гармошки давно убрали. Это новый гармошки. А, еще, короче, прикол. Чисто записываю для тех, которые в России, может, там, родителям, да, покажу, не помню, не знаю точно. У них тут платные парковки. Я такая, в смысле, мать твою? Простите за мат. Просто у них везде, абсолютно, у вас везде в Казахстане платные парковки. Для меня это был такой шок, я до сих пор отхожу, потому что у нас люди ставят, машину могут ставить везде абсолютно, и за это никто не платит. То есть есть платные парковки, но они вот так же, как вот, допустим, вот здесь вот, они ограждены вот такими штуками. Это типа возле ТЦ, возле моего университета, там тоже, то есть за денежки там, да, сколько-то минут бесплатно, потом уже денежка капает. Вот, а в принципе, это все очень бесплатно у нас, на самом деле, очень бесплатно. На самом деле есть очень много лайфхаков насчет этих парковок. Как человек, который за рулем, во-первых, после 7 вечера бесплатно. То есть ты можешь вот так ставить, это спокойно. Во-вторых, машинка, которая проезжает и фотографирует, там есть специальные машинки, которые фотографируют номер, да, чтобы проверить, заплатил ты или нет. Они фотографируют только раз, и там не написано, сколько времени ты идешь. То есть, например, если ты ставишь машину на 3 часа, тебе нужно заплатить 300 тенге. Но мы закидываем одну 50 тенге, и этого достаточно. Все. Вот такой вот лайфхак. Вот. Но все равно, то есть платные парковки, меня это немножко шок провергал, потому что... И еще мне рассказали, что, кстати, в Казахстане у вас нет заборов. И я тоже была в шоке, типа, Аким распорядился убрать заборы. Потому что, типа, красивый город без заборов, они портили внешний вид. У нас до сих пор все это осталось, то есть в России. Я, наверное, как-нибудь реально сниму влог по России, чисто, ну, по России, в смысле, по Уфе. Чтобы, да, чтобы вы сравнили после того, как я побывала в Казахстане, просто плюсы и минусы, я для себя их уже выделяю на самом деле. Вот, и, в принципе, чтобы вы знали. Ну все, это завершающее видео. Вообще, самый последний влог будет. Поэтому с вами буду прощаться. Спасибо, Казахстан, что меня принял. Спасибо, что, ребяточки, вы меня смотрите сегодня. Кстати, вот тоже узнаете, да, подходите, не стесняйтесь. Мне на самом деле очень приятно, потому что, блин, я чисто ради людей сюда приехала, и все равно ожидания немножечко, они как бы, ну, не сильно прям оправдались, но все равно оправдались, то есть, в принципе, все было хорошо. Вот, надеюсь, в следующем году опять приеду, и надеюсь, вы меня будете ждать. Всех люблю. Сау.